первый вопрос. Второй. Говорят, что Пицунскую дачу под крыло ФСО. Но ФСО, наверное, тоже изменилось. Если у вас данные, кто хочет купить первый, потом второй, кому можно перепродать эту дачу? Если есть фамилия, скажите, пожалуйста, откуда они и кто такие? Я понял, услышал ваши вопросы. И я, как понимаю, вы, наверное, переживаете, что я мало наговорил, чтобы меня утилизировать, я добавлю. Я скажу откровенно. Эта фамилия, скорее всего, для многих будет непонятна. И еще как-то дерзко, грубо. И она создаст мне проблемы. Это Чемизов. Это российский олигарх, который для себя понимает, что мы войдем в состав России, и поэтому хочет сделать какие-то вложения. А вложения это забрать земли под разными предлогами. Не только, поверьте, что это Пицунда, это только ниточка, за которую мы потянем и вытянем трос. Очень длинный, очень болезненный для нашей страны, потому что есть информация. Я надеюсь, с того момента, как мы ее сейчас озвучим, я буду фантастом, а она оттянется. На 11 танков поменять больше 10 тысяч гектаров. Нам дадут 11 танков. Разрекламирую, что у нас есть единая группировка, нам надо готовиться к войне, поэтому надо сделать полигон. И вот Очимчиру, как мы пересекаем мост, где наше святилище, не только наше, там и православных очень много всего держит. И до Гава. Ни горы, ничего, а именно берег. У нас форелевое хозяйство, где историческая ценность, мы рассказываем, что как они управляли, как они то, что ничего там нету. Поэтому придет меценат, который все сделает. Я был в Адлерском форелевом хозяйстве, и я даже защищался, когда был студентом, по кредитованию на примере форелевого хозяйства Адлера. Хотя студент я не сильный был, но какие-то моменты такие припоминаю. С поддержкой государства, вложения государства, если, когда тебе дают посевной мешок, не съесть, а как бы его посеять, а потом можно уже 10 мешков оттуда забрать, но 10 останется. И ситуация заключается в чем? Там рыба, ей 2-3 года, она выглядит как полугодовалая, потому что когда много рыбы закидано, она не развивается, не растет. Там на рыбе бизнес не делается, там делается на туризме. Поэтому для них это не суть важно. Значит, то же самое будет и на нашем примере. Они сделают, не спорю, они сделают из этого конфетку. Но какая польза будет для абхазов? То, что мы свой наскальный храм подарим с правом выкупа. Но мы свою историческое, мы же не просим, чтобы нам там отреставрировали. Мы даем, они там дорогу сделают, они там рестораны сделают. Но этот лоск, что он дает? Мы постоянно за что-то цепляемся. Мы начинаем народу рассказывать, что люди хотят сделать в Пицунде ремонт, поэтому мы должны им оформить, чтобы было основание вложения денег. Блеф. Потому что я ехал в Крым через Запорожскую область, Херсонскую область. Какие юридические основания были, сегодня они есть. Но я ехал 6 августа. Какие юридические основания были? Россия вкладывает туда деньги и делать дороги. Есть закрытые статьи, там ничего объяснять не надо. Там выделяются суммы. Поэтому это блеф, ложь. И мы не просим, чтобы там сделали реставрацию. Все госдачи для нашей культурное наследие, историческое наше, правильно? А почему тогда мы говорим, что они могут что-то снести, что-то построить? Почему не ведем речь о реставрации? Мы этого не ведем. Сегодня мы в грудь бьем и рассказываем, там, посмотрите, как выглядит там сосна у них и сосна там у нас. А она там будет потом с нашими бумагами? Или одно оставят так, чтобы
было что показывать. Мы же себя никак не страхуем. Мы же эти все проблематики на комиссию не выносим. Сегодня будут рассказывать, что это так, бумага сырая, потом будет комиссия. Я там находился. Все те законы, которые приносили бы нам пользу или договора, они в сторону уходят. И вот есть ряд там 2-3 закона, которые там, или договора нам полезны, то есть среднее звено чиновников, которые хотят себе там спасибо заработать, они проблемный вопрос туда сразу третьим суют. И мы, встречаясь там с Владимиром Владимировичем, с кем-то, мы не озвучим, что вот это мы можем сделать, а вот это не можем. Потому что по протоколу сразу прописали, что должны кому сказать. Поэтому вопрос о дачах там не стоял. У Владимира Владимировича всегда в конце один вопрос: чем могу помочь? Он не говорит, как нам преподносят, типа он сказал, все президенты меня кинули, ты же не такой. Да, я не такой. Да, не такой. Ты более алчный. Поэтому этих вопросов там не стоит. А олигархи, которые в России есть, сегодня хотят сделать уважение, потому что они для себя понимают, что в ближайшей перспективе загнанный в угол сам придет. И они хотят себе иметь территории, потому что законодательно мы должны будем уравняться, и тогда будет собственность земли. А землю как мы оформляем? Когда есть у человека пятно, он на основании его оформляет землю. Просто пообщайтесь с более подкованными. Я так поверхностно рассказываю, что я образование экономическое имею и не до конца его досидел. Ну, хотя закончил, да, Российский университет дружбы народов, но не работал по специальности. А пока сидел, чуть-чуть юриспруденцию изучал, потому что надо было себя защищать. И вот поднахватался, что и в земельных вопросах тоже есть такой момент. Чтобы было основание претендовать на землю, должно быть пятно застройки. Поэтому с этого пятна застройки начнешь претендовать на землю. Вот и вся проблема. Поэтому земля не будет нашей, если мы ее отдадим в таком виде, как мы хотим.